Песнь 5. О том, как Эдигей убежал к Аксак-Тимиру. Так Субра стихами сказал. Повторяя последний стих, то затихал, то вздыхал сбор старейшин седых. В смятенье пришел Токтамыш. Он слова не мог сказать. Вставал, садился опять. Люди, что были хороши, приняли в тайники души слова, что старец произнес. Плакали, не скрывая слез. Те, что дурной имели нрав, старца слова душой не приняв, говорили над старцем, смеясь. Одряхлел, поглупел старик, чушь болтает его язык. Тут воскликнул Кинджанбай. Оказывается, таков таинственный Эдигей. Среди множества наших сынов единственный Эдигей. Да будет он вечно здоров, воинственный Эдигей. Испытал Эдигея хан, высок Эдигея сан, сановники, бии, мурзы, мед прозрачней слезы Эдигею нальем поскорей. Когда среди нас Эдигей оказался мужем таким, окажем ему почет, пусть в чаше мед потечет, досыта напоим. Тут зашумел ханский сбор. Молчавшая до сих пор на хана взглянула Джанике, и хану шепнула Джанике: если Эдигей не погиб, если сын Кутлук-Ии живет, пусть ему гибелью будет мед. За отцом последует он. Одну чашу с медом подай, одну чашу с ядом подай, и пускай отведает он. Бии твои держат ножи, крепче ножи держать прикажи, чтобы не выпали из рук, чтобы не притупились вдруг. Но стоял средь ближайших слуг Тангысын, напрягая слух. Он подслушал ханши слова. Глаз прищурив едва-едва, Тангысын Ангысыну мигнул, Ангысын головою кивнул и, кончив на том разговор, незаметно вышел во двор. Чтобы дело пошло верней, перерезал он стремена на приколе стоявших коней, и Чубарова скакуна, на котором скакал Эдигей, на дорогу вывел потом, и дворец, обогнув на нем, у наружных сошел дверей. Эдигею дал он понять: если вздумаешь пировать, первым иди, первым уйди, ночь у тебя впереди. На дорогу я вывел коня, твой отец бы понял меня. Ночь пройдет, чтобы день открыл из ястребиных черных крыл тебе приготовленный пух. Таков мой голос, таков мой слух. Еще я скажу слова, убиев остры рукава, а ты — единственный сын, имя мое — Ангысын, остальное сам разумей. Понял его Эдигей, посмотрел на знатных мужей, увидал в концах рукавов блеск обнаженных ножей. Кинджанбай выходит вперед, отравленный желтый мед преподносит и говорит: «Ханский, отведай саркет!» И когда он чашу поднес, отрава, что в ней была, Эдигею ударила в нос. Воскликнул муж Эдигей: «Ай-яй, мне больно до слез, ты окровавил мой нос!» Зажимая пальцами нос, шагнул он через порог, а там он увидеть мог пятнисто-чубарого коня из рода Тулпарова коня по имени Тим-Чуар. Не тратил времени Эдигей, коснулся стремени Эдигей, нагнувшись, поднял колчан с земли, и вот уже конь скрылся вдали. Обернулись, а всадника нет, скакуна теряется след. Случившееся понял Субра, прорицание свое изрек, в песенное слово облег: вы теперь не ждите добра. Если шагнул он через порог, за Идиль убежит он, кажется. Если от вас убежать он смог, до Шах-Тимира, чтобы помог, скакуна устремит он, кажется. Если переплывет через Идиль, если вдали поднимет он пыль, в Самарканд поспешит он, кажется. Если до Шаха-Тимира дойдет, Шаха-Тимира сюда приведет, хан-сарай разгромит он, кажется. И Токтамыш понял тогда, какая грозит ему беда. И позвал он 9 мужей, приказал им сесть на коней, поскакать во весь опор. Вышли 9 биев во двор. Что же предстало их глазам? Седла валяются тут и там, перерезаны стремена,
Как взобраться на скакуна? Не видят батыры пути. С какой стороны подойти? Не знает один, где стать ногой. На землю сваливается другой, и вернулись батыры назад. Хан Токтамыш тоской объят, с горечью сказал певцу: «Власти я понял истинный вкус. Принадлежит мне скакун Акбуз. Кто за узду потянет его, тот и владельцем станет его. Тому его грива выходит так. Строили на века мне дворец, из благородного камня дворец, чтобы пред ним трепетали сердца, но основание дворца бессильная ива, выходит так. Кому понравится Ханике, или красавица Кюжеке, или моя жена Джанике, с тем ложиться должна Джанике. Она ведь красива, выходит так». Успокоил его Субра. Не уедет он далеко. Ехать одному нелегко, даже недели не пробежит. Дальше идиля не убежит. 9 мужей за ним отправь. Хитрым хитрости прибавь, хитрость великий хан примени, Идыгея к себе замани. Идыгея ты обезглавь. Если за идиль он уйдет, шаха Тимира он приведет, и твою сокрушит он власть. А разве, хан, на тебя напасть эти двое не захотят? Ай, подумай, не захотят? Обуял Токтамыша гнев. От гнева оледенев, крикнул он: «Кин-Джанбай, старший в совете муж, хитрость свою обнаружь! Не ты ли от хана скрыл, кто такой Кубугыл? Не ты ли, двуликий человек, устроил ему побег? Когда ему яду поднес, щелчок ты дал ему в нос, намек ты дал ему, пес. Теперь полети на коне, приведи Идыгея ко мне». Он сказал 9 мужам: «Эй, 9 мужей, 9 мужей, сядьте вместе с ним на коней, Идыгея перехитрив, заманите вы его и казните вы его». Вот уже слышен ропот мужей: «Непогрешим один Аллах». Вот уже тише топот коней, вот уже пыль светлее в степях. Переправившись через Идиль, лег Идыгей на мягкой земле. Голова его на седле, а тело под ивой густой. Утомленные быстрой ездой Джантимира 5 сыновей Идыгею на помощь пришли. Под котлом огонь развели, и на отдых они прилегли. 9 мужей заметили дым, поодаль остановясь, подъехать близко боясь, не смеют речь завести. Сидит, как сидел Идыгей, не боится 1 9. Приблизился Кин-Джанбай, к строке приставил строку, молвил стихами так, крикнул на всем скаку через Идиль реку: «Вернись, Идыгей, вернись! Поверь ты мне, старику, вернись, Идыгей, вернись через Идиль реку! Жил некогда хан Тунику, когда сирота Батыр забрал у него престол, свой род Кулатай-визир по дурному пути не повел. Вернул престол Тунику. У него, Идыгей, учись, вернись, Идыгей, вернись, переправься через реку». Идыгей в ответ возразил: «Черная змея, Кин-Джанбай, умным глупец себя не считай. Был велик Тунику хан, славой был 30 стран, но степной сирота Батыр поразил Тимиртау мир. Поднял рабов, поднял сирот, поднял он свой татский род, разрушил славу Тунику». Крикнул Джанбай через реку: «Эй, Идыгей, Идыгей, неосновательны мысли твои, силы спокойно исчисли свои. Хану такому, как Токтамыш, кто сумеет противостоять? Где твоя мощь? Где твоя рать? Вспомни, чем кончил твой отец. Ждет и тебя такой конец. Вернись, Идыгей, вернись. Тебя Токтамыш зовет. Твой дом славный татский род. Татского рода главой тебя назначает хан. Тебя возвышает хан. Ханике его старшая дочь, Кюнике его младшая дочь. Обеих возьми как одну. С Токтамышем ты породнись. Вернись, Идыгей, вернись!» Подал свой голос Идыгей: «С куцым умишком, Кин-Джанбай, умным глупец себя не считай. Эй,
Ослоухий, не продолжай, дальше на брюхе не подползай, сорви ты личину с лица. Я помню кончину отца, но славный мой татский род девушку мне подберет, что будет моей женой. Но славный мой татский род счастье свое отберет и будет моей страной. Подал свой голос Бий-Кин-Джанбай. То, что скажу, сейчас узнай. Месяц, рождаясь, тускло горит. В пламени битвы гибнет джигит. Тот не мужчина, кто с битвы бежит. Он презираем народом своим. Начал ты бой с джигитом лихим. Зачем же ты бросаешь бой зайцем, что беркутом гоним? Оставив Идиль за собой, зачем как трус убежал? Идыгей ему возражал. Месяц, рождаясь, тускло горит. Жаждет битвы смелый джигит. Если мужество есть в твоей груди, через реку переходи, перейдя, излови меня, пленником назови меня. Подал свой голос Кин-Джанбай. С мощной страной вступил ты в бой. Стань же, как батыр, впереди, через реку переходи. Что ж ты поодаль стоишь? Что же ты удаль таишь? Подал свой голос Идыгей. Стал я на единственный путь, и меня с него не свернуть. Не дам из рук выпасть копью, не сниму кольчугу свою. Войско я соберу в стране, встретиться с ханским войском в бою. И когда я пересеку с грозным войском Идиль-реку, увидит народ, увидит мир, кто заяц и кто батыр. У Кин-Джанбая лицо темно, пышные шубы ворсится сукно. По-иному решил говорить. Крикнул он вдруг. «Идыгей, вернись! Лучший мой друг, Идыгей, вернись! Хан-владыка тебя зовет! С ханом-владыкой примирись! Эй, вернись, Идыгей, вернись! Эй, вернись по речной воде! Поклонись, Идыгей, Орде, великовершинной Орде! Морду коня поверни вспять, дом родной найди опять, из рук Токтамыша испей, медом хмельным насладись, из рук его дочерей отведай густой кумыс. Вернись, Идыгей, вернись! Коня тебе жалует хан, коня дарит Токтамыш, с губами, как мягкий софьян, с ушами, как срезанный камыш, с копытами, как тустаган, с клыками растущими, как чеснок, с четверкой крылатых ног, с челкой девичьей густой, с крепкой уздой золотой, парносердый конь молодой, во время бега ведет следам своим твердый счет, уши, как шило, спешит поднять, ветру его не догнать, он бежит, сокращая путь, жиром покрыта львиная грудь, тигриный хребет у него, соперников нет у него. Золото лука седла, золото его удела. Садись на него, садись, вернись, Идыгей, вернись. Хан взывает с болью к тебе, даст он шубу с оболью тебе. Золотой воротник на ней, рукава подола длинней, из золота рукава. Чтобы взглянуть на нее, золотом платят сперва. Надень, Идыгей, надень, чтоб скакал ты вокруг озер, чтоб следил за добычей взор. Ястреба хан для взмета дает, сизого для охоты дает. Он веревочкой прикреплен, колокольчика тонок звон. Взметай, Идыгей, взметай, чтобы врагов истреблять. Саблей будешь ты награжден, золотая на ней рукоять. Носи, Идыгей, носи, будет кольчуга тебе дана, равных ей не видывал свет. Каждому звену цена 1000 золотых монет. Надень, Идыгей, надень. Там, где Идиль, там, где Яик, 39 было владык, лишь один Токтамыш велик. Сколько хочешь возьми кобылиц, кобылицы есть у него. Стань владыкой одной из столиц, и столицы есть у него. Падишахствуй и пей кумыс,
Но вернись, Эдэгей, вернись, сладкогласную Ханике и прекрасную Кюнеке в жены даст тебе властелин. Радуясь той и другой жене, на правое колено сажай, похлопывай по спине, страстно целуй, нежно ласкай. Рука в руке под сенью плодов беседуйте в прохладе садов. Люби, Эдэгей, люби. Сказал обиду свою, так тамышь, а ты обиду свою таишь. К нам, Эдэгей, приди да скажи, в чем же твоя обида, скажи. С ханом помирись, Эдэгей. Эй, вернись, вернись, Эдэгей. К берегу подошел Эдэгей. Я не вернусь, Джанбай, не вернусь. Я не вернусь по речной воде, не поклонюсь я Белой Орде. Великовершинная Орда не увидит меня, и тогда, когда меня будет гнать беда, не вернусь к твоему хану я, мед его пить не стану я. Дочери у хана цветут, нежно, благоуханно цветут. Многим они по душе пришлись, но не нужен мне их кумыс. Пусть лучше губы засохнут мои, если коня пожалует хан, с губами, как мягкий софьян, с копытами, как тустаган, с клыками, растущими, как чеснок, с четверкой крылатых ног, что ветра быстрей в пути, золото лука седла, золото его удела, я не возьму у него коня. Даже если пешком идти, не станет сил у меня. Даст мне шубу соболью хан, золотой воротник на ней, золотые рукава черного подола длинней. Я не надену шубу врага, даже когда на затылке моем вырастут внезапно рога. Ястреба хан для взмета даст, сизого для охоты даст. Он веревочкой прикреплен, колокольчика тонок звон. Не буду скакать я в круг озер, не буду метать я до тех пор, пока не вступлю на родной порог, освободив седло от тарок. Саблю мне пожалует хан, золотая на ней рукоять. Даже когда согнется мой стан, саблю не стану я надевать. Будет мне кольчуга дана, равных ей не видывал свет. Каждому звену цена 1000 золотых монет. Не надену ее никогда. Выделит мне кобылицу хан. Если бы губы мои запеклись, пить я не стал бы ее кумыс. Выделит мне столицу хан. В ней падишахом не буду я, сам столицу добуду я. Если хан мне даст жену, сладкогласную Ханике или прекрасную Кюнеке, если обеих даст как одну, справа не буду сажать от себя, звонко смеясь, подругу любя, рука в руке под сенью плодов, беседовать в прохладе садов. Не стану я, не стану я. К твоему несравненному хану я не поверну своего коня. Пусть он в обиде на меня, а моей обиды слова скажет моя стрела сперва. Не скажет стрела, не скажет уста, я в этом тебе клянусь. Мужчиной сел я на коня, как женщина не вернусь. Поплыть хочу, река моя где? Пойти захочу, земля моя где? Взлететь захочу, а крылья где? Пристанище от насилья где? Захочу улыбнуться, грустно мне. Захочу повернуться, тесно мне. Идилль у меня позади, а цель у меня впереди. Я ушел, не сверну с пути. К Тимиру хочу я прийти. Если Тимир вручит мне рать, чтобы я мог во главе ее стать, если снабдит обильно меня, вооружит он сильно меня, я тогда приравняю Идилль к развороченному песку, переправлюсь через реку, отомщу я своим врагам, Токтамыша я покорю, брошу его к своим ногам. Подал свой голос Кинджанбай. Эй, вернись, Эдэгей, вернись, Айтулы свою приласкай, дочь Alguмера она, а лицо Айтулы — луна. Затоскует, пожелтеет она,
одиноко постареет она. Завянет она от горьких слез, пока не ударил мороз. Вернись, молодой джигит, узнай, что она говорит. Тут сказал Идэгей: не поверну я коня вспять, Айтулы не буду ласкать. Пусть одиноко стареет она, тоскует и желтеет она. Мне до этого дела нет. Что мне сказать сумеет она? Мне до этого дела нет. Ты очень хитер, однако, Джанбай. Советник Джанбай, собака Джанбай. Кричишь ты подальше, отойдя. Послушай, поближе подойдя. Отца твоего вспомнить хочу. Был он всегда рабом богачу, дающему был он слугой. А ты, Джанбай, человек такой, мерзкий ты человек. Ты сын, дающему всласть, ты раб, имущему власть. Ты презренной матери сын, кто был богат, ее господин. Не открывай глаза, проколю. Не говори, язык отрублю. Головню я воткну тебе в рот. Где твоя слава, свиньи приплод? Над 9 так тамыш властелин. 9 вас, а я один. 9 вас, 9 храбрых мужей. 9 мужей любо смотреть. Но подойдешь, о жизни забудь. Шеи твоей коснется плеть, кровью истечет твоя грудь. Если свой не закончу путь, не проеду в просторных степях. Если меня покинет Аллах, Тимир не станет мне помогать, не подчинит мне сильную рать. Если по холмам 40 не поведу свои войска, если не прискочу на коне к досточтимой ногайской стране, если свой не исполню долг, если не завою, как волк, если не изогнусь, как хорек, там, где нугайской страны порог, зычного голоса не подам, если не прикажу табунам, чтобы слушались только меня, если не оседлаю коня, что сильнее всех остальных, если 2 запасных гнедых, неоседланных, не уведу, если столицу Орду, дверь серебряную ее, не откроет и не проткнет сабли булатной моей острие, если я, разрубив их сперва, юрты не превращу в дрова, если прекрасную Хенеке и сладкогласную Кюнеке не приведу я в свой покой, их не буду на ложе ласкать, если не буду я управлять 90-главой ордой, если не запрещу продавать в рабство наших малых детей, если не стану опорой людей, если в пустыне, где долог зной, на пути в 40 дней длиной, вырыть колодцы не прикажу, если не будут построены мной 40 ямов на шире степной, если слово сдержать не смогу, если не отомщу врагу, и дело мое засохнет навек, пусть тогда заглохнет навек имя, данное мне, Идэгей. Помни, я — это я, вот тебе речь моя. Другу всегда огонь зажгу, но не зажгу огня врагу. Трусу противному мне ездить не дам на коне. Имени отца не узнав, сыну я не скажу салям. Не узнав, кто он сам, еды не дам. Я кречет из горных гнезд, через горы взлечу до звезд. Я дикий конь из степной глуши, ты не знаешь моей души. Я от роду, вот мой закон, подчиняться не приучен. Даже в путах, даже в петле я свободно пройду по земле. Я крепче дуба, выше сосны, мне гром и буря не страшны. Я не погибающая ветвь, я не умирающая ветвь. Привязали к колу скакуна, норов горяч, а стать сильна. Этот кол я на земь свалил, ворот кольчуги золотой. Я кольчугу за ворот схватил и порвал, и в пыль превратил. Я для свершения ратных дел непробиваемый панцирь надел. Буду губить, не погубят меня.
Буду рубить, не порубят меня. Вечно буду я жить. На верблюда меня положить, не потянет меня верблюд. Мой вес попробуй найди, батманы ты не клади. Не взвесишь — напрасный труд, силы пустой размен. Только один безмен скажет мой точный вес. Много склонил я к земле голов, много я сотворил чудес. Больше не буду тратить слов. Где слово для похвалы возьму? Похвалиться, как славен я Чингизу древнему самому. Чингизу древнему равен я. Прочитал Михаил Остудин.